Виджаола челядь. Добрый день, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Сегодня вторник, и мы продолжаем с вами знакомиться с нашим этнографическим уголком. Есть такая коми-народная загадка. На каждой полке медвежий кулак. А что это такое? Правильно, это соломка. У нас соломка не простая, а в форме утки. Вот посмотрите. Эта утка сделана из капа. Кап – это такой нарост на березе. И вот мастер выдалбливает этот предмет, и получаются такие разные изделия. Вот эта утка, соломка, сделана мастером Виктором Кустовым. Утка – это символ матери-прародительницы. Прародительница – это начало всех начал, символ плодородия и благополучия семьи. Поэтому отец, когда выдавал дочку замуж, обязательно делал вот такой подарок – утку-солонку. По коми-мифам, а вы знаете, что такое мифы? Это такие сказки, представления наших предков о создании всего живого на земле и о своих богах. Так вот, по коми-мифам, когда на земле еще ничего не было даже самой еще земли, была одна вода кругом, откуда-то появилась утка-чиж. А что же было дальше? Давайте мы с вами посмотрим из мультфильма. И был в начале океан пустоты. Не было света, не было звука, не было запаха. И только утица Чиж плавала в пустых водах океана. Снесла утица Чиж 6 яиц, 4 кануло в бездну, а 2 яйца ей удалось удержать своими крылами. И родились братья-полубоги Йен и Омель. Выросли и возмужали они на спине матери утицы. Как набрали они силу, утица взлетела вверх и камнем кинулась вниз. И разбилась она о гладь океана пустоты. Из осколков ее народилась твердь земная. На ней раскинулись луга травянистые, горы хребтами скалистыми, тайга поднялась стеною лесистою. Решили братья найти еще 4 яйца утицы Чиж. Нырнул Йен, нашел яйцо. Из него вышло солнышко доброе. Нырнул Омель, достал яйцо. Из него возникла холодная луна, да темень ночная. Снова Йен нырнул и нашел яйцо. Из него народились люди-творцы. Трудом своим стали умножать богатство земли матушки Чиж. Омель достал последнее яйцо. Из него вышел люд человеческий. Он рушил все на своем пути. Так началась история людей, вечная борьба созидания и разрушения.